Сегодняшнее утро стало испытанием для многих автолюбителей республики. За несколько часов высота снежного покрова на дорогах достигла 10 сантиметров. Водителям в эту непогоду пришлось максимально сбавить скорость до 60 км в час. Многие из них еще ездят на летней резине, не успев переобуться. В свою очередь дорожники и коммунальщики приступили к обработке дороги реагентами с 7 утра. Задействованы все силы на борьбу с обильным снегопадом. Задействованы 4 единицы техники. Это 2 снегоуборочные машины, один экскаватор, чтобы для вывоза, погрузки асфальта, снега, и самосвал. На заранее для удобства и безопасности как автомобилистов, так и пешеходов коммунальные службы очищают даже тротуары. Особое внимание уделяется социально значимым местам, таким как школы, детские сады, скверы, парки и другие учреждения. Сегодня мэр Назрани выехал с инспекцией в районы с высоким трафиком и большим количеством людей. Я сам с 7 часов сегодня уезжал, осматривал город, везде проезжал, Адам Сани основной акцент делает подъездным дорогам, тропинки надо все вычистить, тротуары, там, к садикам, школам. О, Захабе, здесь претензий нету, мы сейчас поедем на Московскую после этого. В любом случае, Масна доплачивала Шамбила. Автодор тоже бросил все силы на расчистку дороги. Для этого вывели более 30 машин спецтехники для расчистки сугробов. Из них 21 это КДМ, это комбинированные машины, 6 грейдеров и 7 этих погрузчиков. И они работают с утра. У нас начинается именно работа ночью, и практически целую ночь они работают во время снега, да. И распределены они по 4 районам. И на данный момент более обильные там осадки у нас, да, снег идет именно в Джайрасском районе. Большую часть времени уделяется именно этому району. Несмотря на погодные условия, сотрудниками ГИБДД дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было. Водители сегодня по-особому бдительны и аккуратны. Госавтоинспекция сегодня провела акцию по раздаче листовок с призывом позаботиться о безопасности и сменить резину на зимнюю. Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия призывает граждан к тому, чтобы они смотрели за погодными условиями, за то, как они резко меняются. И, конечно же, соблюдали правила дорожного движения. Техническая, как я ранее отметила, техническая исправность транспортного средства, что было удовлетворительным. И, конечно же, соблюдение всех норм правил дорожного движения. Именно обращаем внимание в такие погодные условия на скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, обращаем внимание особое на пешеходов, заботимся о наших юных пешеходах, помогаем в процессе дорожного движения и, конечно же, убираем все средства, которые отвлекают нас от процесса. Это телефоны, это средства для прослушивания, то есть наушники, зонтики. И полностью сконцентрироваться нужно каждому на том, где он находится и что происходит вокруг него. По прогнозам синоптиков, температура ниже нуля в ночное время суток будет держаться целую неделю. Сотрудники МВД призывают водителей в условиях плохой видимости и снежных заносов соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим. Снежная каша днем, ночью застывает, так что в темное время суток выезжать рекомендуется в случае крайней необходимости. Адам Гулой, Мухаммад Дендиев, Магаз 24.